Диктант Победы прошел на 1233 площадках по России и в 25 зарубежных странах. Якутия также присоединилась к этой акции. Здесь диктант представлен на 11 площадках, 4 из них в Якутске, остальные в Алдане, Мирном, Ленске и других районах республики. Рассказывает наш корреспондент Ольга Башук. Школьники, студенты и все те, кто в преддверии праздника Великой Победы решили проверить свои знания истории Великой Отечественной войны. Они собрались, чтобы написать диктант Победы. Мы делали анонсирование, порядка 5 раз мы размещали информацию в средствах массовой информации. Мы размещали ее на электронных изданиях и на печатных изданиях с тем, чтобы по каждой площадке предоставить информацию о контактных номерах тех координаторов, которые формируют эти списки. Но в общей сложности, как мы видим сегодня здесь, представители органов власти, студенчества и те люди, которые просто пришли в результате того, что прочли это объявление и заявили желание принять участие в данном диктанте. В течение 45 минут всем желающим нужно было пройти тест, который состоит из 20 вопросов. Содержание заданий посвящено датам, событиям, военной географии, историческим личностям и многому другому. Любитель истории, краевед Надежда Августовна, тоже присоединилась к всероссийской акции. Ее желание проверить свои знания в области истории было подкреплено приятным сюрпризом. Я полагала, что в диктанте больше будет материалов, связанных с самими событиями, но к моему удивлению, и мне это очень приятно, что есть художественные произведения, произведения, связанные с музыкой, и что для нас война – это не только исторические факты, но и песни, литература, стихи. Это тоже было частью битв в то время, и то, что наше поколение воспитывали на этих произведениях, и мы должны это знать и об этом рассказывать своим детям, своим ученикам. По словам организаторов, диктант не только позволяет узнать уровень знаний, но и открывает новые факты благодаря тому, что вопросы развернуты и уже включают в себя много информации. Это вызывает интерес не только у взрослых, но и у школьников. Благодаря этому тесту я узнала название некоторых битв и то, что были экранизированы некоторые моменты из войны. Победителей диктанта определят на 3 уровнях – местном, региональном и федеральном. А итоги диктанта Победы планируется подвести ко Дню России 12 июня. И каждому будет выдан диплом участника. Ольга Башук, Владимир Павлов, Якутск. Во всероссийской акции «Диктант Победы» приняли участие и 109 жителей Мирного. Каждый желающий смог проверить свои знания истории войны и ее героев. Диктант состоял из 20 вопросов, на решение которых отводилось 45 минут. Напомним, цель акции – привлечение населения к изучению истории Великой Отечественной войны и повышение исторической грамотности россиян. Наши жители города и в целом жители нашей страны будут гораздо более освещенные и гораздо больше привлечены к изучению истории Великой Отечественной войны. Вопросы в целом были несложные, если действительно знать историю и знать приблизительно даты, события, то в целом вся работа была несложной для меня.